Добрый вечер. Сегодня 21 апреля, четверг. Это 784-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Освободить Савченко, Чайгоза и других политзаключенных. Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы обсудила доклад гуманитарной обеспокоенности в отношении людей, захваченных во время войны в Украине. Его автор – депутат от Латвии Нелли Кляйнберга. Она напомнила, 123 украинца еще остаются в плену, 693 считаются пропавшими без вести. По результатам дискуссии была принята резолюция. Хотя центральное внимание в документе уделено ситуации с пленными на Донбассе, в документе вспоминаются и политические узники в Крыму. Тем временем в Симферополе подконтрольный России райсуд продлил срок содержания под стражей до 5 мая заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чайгозу по делу 26 февраля. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагают исключительно на крымских татар. Чайгоза, как главного обвиняемого, могут осудить на 10 лет лишения свободы. Пострадавшие – представители так называемой крымской самообороны. Следователь просил продлить на срок до 22 мая, в то время как само следствие на текущий момент продлено только до 5 мая. То есть следователь фактически пытался выйти за рамки своих полномочий, требуя продления срока содержания под стражей свыше срока следствия. Это абсолютно недопустимо. В итоге судья была вынуждена все-таки лишь частично удовлетворить ходатайство следствия. Она продлила срок содержания под стражей до 5 мая включительно. По всей видимости, на следующей неделе состоится еще одно судебное заседание, которым срок содержания под стражей будет уже продлеваться на более длительный срок, после того, как следствие само продлит срок следствия. Есть проблема для следователей в том, что не сам следователь продлевает срок следствия, поскольку дело уже длится свыше 12 месяцев, подписывать данное постановление должен заместитель председателя Следственного комитета. И я думаю, что вот эта неувязка у следствия возникла как раз из-за коммуникации с Москвой. В этот раз судья указала, что одним из оснований, по которому Чайгоз должен оставаться под стражей, это является то, что он общается с Чубаровым, общается с Жемилевым, и они ведут активную антироссийскую деятельность, находясь на территории Украины. Вот. Конечно, аргумент убийственный абсолютно. По всей видимости, в Москве принято решение не выпускать Чайгоза, держать его под стражей. По всей видимости, до конца суда он так и будет находиться в следственном изоляторе. Муидина Альвапова, которого оккупационная власть Крыма обвиняла в поджогах, до сих пор находится в СИЗО. Его задержали 23 января, обвинив в массовых поджогах автомобилей в Ялте. Он свою вину не признает. Позже российская ФСБ задержала 40-летнего жителя Челябинска, который имел все химические жидкости для поджога и сам во всем признался. Все, кто свидетельствовал против Муидина, отказались от своих показаний. Многие видят в этом политику репрессий и запугивания. Несмотря на то, что в январе месяце Муидин был арестован, поджоги продолжались, и продолжались они на достаточно высокопрофессиональном уровне с применением специальных пиротехнических средств, что говорит о том, что рядовому крымчанину такие средства практически недоступны, что еще раз подчеркивает заказной характер дела. Уголовные дела, которые сегодня проводятся в Крыму, это звенья одной цепи. И главная их задача – это акция устрашения. Выяснилось, что эти ребята дали под давлением эти показания. Они сейчас отказываются, говорят, что мы давали под давлением. Он сидит и издевается, говорит, зашел, говорит, в этот дом, говорит, подполковником, а выйду полковником, представляете, и ухмыляется, сидит. Вся наша вина в том, что мы крымские татары. Что вы начинаете политизировать? Я говорю, вся вина наша только в этом, говорю. Я другого здесь этого не вижу. Значительная часть выводов из отчета спецпредставителя Генсека Совета Европы Жерара Штудмана о ситуации в Крыму не отвечает реальной ситуации. Об этом сегодня заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. В январе этого года спецкомиссия Совета Европы побывала на полуострове, где изучала ситуацию с соблюдением прав человека. По мнению Чубарова, Штудман пытался угодить всем, и в итоге его отчет не устроил ни одну из сторон. Одна из претензий Меджлиса – это утверждение того, что репрессии в Крыму применяются лишь к недовольным властью. Коли автори намагаються максимально подобатися всім, вони уходять від об'єктивності, від відображення об'єктивної ситуації
І мені здається, що пану Штудману не вдалося зберегти повну об'єктивність. В той же час пан Штудман робить висновок про те, що ті репресії, які відбуваються в Криму, вони не носять системний характер проти кримськотатарського народу. А що, мовляв, ці репресії здійснюються лише до тих людей, які виступають опонентами існуючої влади. Він забуває, що в Криму немає існуючої влади, в Криму є окупанти. І, до речі, вся термінологія чи використання термінів в цьому доповіді – це окреме. Це окремі наші претензії до пана Штудмана, це окрема дуже розмова. Запрет деятельности Меджлиса в Крыму и судьбу наших политзаключенных обсудили в телефонном разговоре министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД России Сергей Лавров. Об этом Павел Климкин сообщил в Твиттере. Других подробностей разговора глава украинского МИДа не сообщил. На сайте МИД России также размещена информация о телефонном разговоре, но в ней не идет речь о запрете деятельности Меджлиса. В российском ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Известный российский публицист Александр Невзоров предостерег оккупационные власти Крыма от репрессий в отношении крымских татар. В программе «Персонально ваш» радиостанции «Эхо Москвы» Невзоров охарактеризовал коренной народ полуострова как чрезвычайно сильных и решительных людей. Он назвал стратегической ошибкой притеснение крымских татар со стороны российской и оккупационной власти. Да, вот с крымскими татарами, я боюсь, они делают какую-то уже стратегическую, глобальную ошибку. Мало того, что они начали вдруг крымских татар прессовать абсолютно не по делу, совершенно не понимая, что вот этих людей разогревать, а тем более раскалять никак нельзя. Чеченцы покажутся тихими ангелами по сравнению с тем, на что способны крымские татары. Я просто знаю их как людей необычайно храбрых, решительных и, скажем так, очень своеобразных в своих манерах. Крымчанам рекомендуют быть осторожнее в соцсетях. Российский медиа-юрист Галина Арапова рассказала о том, как в России можно стать экстремистом, сделав репост. Она призвала пользователей интернета внимательно просматривать статьи перед публикацией в соцсетях, ведь их могут расценить как экстремистские. Обычных пользователей интернета, это когда они делают репост материала, который опубликовал кто-то, естественно, не проверяя, относится ли этот материал к экстремистскому, признанному ли он экстремистским законом, судом. И тогда, в таком случае, это может быть как уголовная ответственность, так и административная. Чаще, конечно, административная, но это тоже неприятно. Вопрос ведь в том, что вы все равно попадаете в список экстремистов со всеми вытекающими последствиями. У вас могут быть проблемы при выезде за границу, при пересечении границы. У вас могут быть проблемы в банке, потому что может быть заблокирован счет. Ну и, в конце концов, вы не сможете работать с детьми, вас не возьмут на работу, связанную с образованием. Обходить блокировку сайтов и обезопасить себя от слежки поможет крымчанам Opera. Вышла новая версия браузера со встроенным VPN-клиентом, который скрывает реальный IP-адрес, подменяя его виртуальным. Теперь популярный браузер позволит обходить блокировку сайтов и закрыться от любопытных провайдеров. В Алуште разыскивают людей с Кавказа, Украины и АТО. Российские полицейские полуострова ходят по квартирам в поисках потенциально опасных лиц. Также интересуются наркоманами и осужденными. Ранее подобные рейды прошли в Партените на южном побережье Крыма. Буду снимать. Можно паспорт ваш, пожалуйста? Покажите паспорт. А зачем? Мы хотим убедиться, что вы здесь проживаете, прописано, что вы не снимаете, не арендуете жилье. Потому что мы разыскиваем людей, которые находятся в официальном розыске. Люди, прибывшие с Кавказского региона, с Украины, с зоны АТО. Это то, что в Партените отрабатывали, да? Да, везде мы полностью сейчас. Южный берег Крыма. Судимых нет, все нормально, да, у вас? Нету. Никому не сдаете, не арендуете, нет, ничего, да? То есть лица, которые употребляют наркотики, злоупотребляют спиртными напитками. Ясно. Телефон скажите, домашний, мобильный, какой можете назвать? А зачем я должен говорить телефон? Нет, вы можете отказаться, я вас конечно, я хочу отказывать. Зачем мне это раздавать все свои данные полиции? Спасибо большое, извините, пожалуйста. До свидания.
Украина не должна поставлять в Крым воду, пока он под контролем России. Такое мнение в эфире радио «Крым Реалии» выразила заместитель председателя Госслужбы Украины по делам Крыма и Севастополя Зарема Озенбаш. Ежегодно более миллиарда кубометров днепровской воды поставлялось на полуостров через Северо-Крымский канал. Это 85% от потребностей крымчан. После аннексии подачу днепровской воды прекратили. Мы ни в коем разе не должны, как государство Украины, решать вопросы, те проблемы, которые возникают перед оккупационной властью. И именно поэтому мы перекрыли, и вода в Северо-Крымский канал, я надеюсь, не будет поступать. Я надеюсь, дамба будет достроена. Она уже построена, ее осталось достроить. И она выдержит весь тот поток воды, который соберется в Херсонской области, в Каланчике, и вода действительно поступать не будет. И все вопросы, проблемы, которые возникают в Крыму. Крымчане жалуются депутатам парламента оккупированного полуострова на Министерство здравоохранения. Ведомство пока не определилось с формой заявки на льготное лекарственное обеспечение и оплату по контрактам. Также оккупационный Минздрав не соблюдает сроки возмещения расходов аптекам. В результате больные остаются без лекарств, которые лежат на складах, пока не истечет срок годности. Только потом их утилизируют. В связи с нерациональным использованием лекарственных препаратов и неконкретно сформированными заявками, на сегодняшний день, хочу вас поставить, сегодня инсулиносодержащие препараты у нас пропали на сумму 10,6 миллионов. Это просроченные, которые изъяты уже препараты. А это федеральная программа. Также истекает сегодня срок годности по ходу препаратов, закуплено в рамках федеральной программы, на 62,5 миллионов. Представляете, эти препараты, которые необходимы гражданам просто для полноценного ведения образа жизни. Жители села Кленовка Симферопольского района хотят лишить единственной в радиусе 10 километров школы. Сельчане взволнованы известием о расформировании школы, которую они недавно отремонтировали за свой счет. Также родители готовы оплатить необходимое оборудование. Люди выходят на митинги протеста, организуют пикеты, просят объявить голодовку. Ближайшая школа находится в селе Донском, в нескольких километрах от Кленовки. Не закрывайте нашу школу! Не закрывайте нашу школу! Не закрывайте нашу школу! Мы школу свою просто не дадим закрыть. Не дадим. Школа будет работать. Тем более она прекрасная, отремонтирована. Не для того ее сделали ремонт, для того, чтобы ее потом просто закрыть. Если причина в том, что нет комплектации компьютерного класса, то мы все это сделаем. Мы доделаем, скомплектуем все это, и все будет у нас. Мы будем идти дальше, мы будем что-то делать, будем принимать какие-то шаги. Мы готовы пойти на голодовку. Будем сидеть под сельсоветом и голодать, если будут закрывать школу. Пусть сельсовет трудовой перенесет, который ничего не делает. Оставили нас без воды. Еще медпункт пусть закроют и нас похоронят. Мы будем стоять вот здесь и лежать. И не дадим закрыть школу. Пособие по ненасильственной борьбе с российской оккупацией презентовали в Киеве. Брошюра для жителей Крыма и Донбасса разработана Центром стратегических исследований. В ней говорится о принципах борьбы без оружия, приводятся исторические примеры и факты ненасильственного сопротивления российской агрессии. Пособие вышло в электронном виде. Агресивний суперник. Він нав'язує нам силу. І він розуміє тільки силу. І тому якраз от ті репресії, припустимо, що зараз йдуть в Криму, а вони не в останню чергу пов'язані з тим, щоб викликати зворотню агресію. Тому ми хотіли дати перелік практично тих методів, які вже є у світі. Бо людина або група людей на окупованих територіях вони можуть обирати або колективний спротив, або індивідуальний. Всі мирні мітинги та зібрання, що мали місце в Криму з лютого 2014 року. Всі публічні заяви, пости в соцмережах, лайки на підтримку України та українського. Саботаж, неучасть у референдумі за російський Крим. Відмова або максимальне обмеження від будь-якого діалогу із органами влади в Криму. Перегляд українських ЗМІ через супутник інтернет – це теж справа несприйняття російської окупації. Це є в моєму списку проявів такого спротиву. Второй день книжного арсенала в Киеве. Сегодня правозащитники представили вторую книгу «Остров страха. Хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму». В книге собрали случаи наиболее вопиющих нарушений за 2 года оккупации. «Полуостров страха» на книжном арсенале представили правозащитники. Это уже вторая книга «Итог нарушений прав человека в Крыму за 2 года». Книгу издали на 2 языках – русском и английском. Собираются ее распространить по дипломатическим представительствам.
Основні, скажімо, випадки різних порушень, починаючи від страшних зникнень людей ще під час березня, починаючи з вбивства Ришата Аметова, починаючи з катування, випадки всіх зникнень за політичними мотивами, починаючи від Ващука, також випадки, вже коли були вже після окупації, це Шеймаданов, Зінедінов та інші кримські татари, які зникли точно за політичними мотивами, тому що ми тут звертаємо увагу саме на політичні випадки. На этой раскладке детские журналы и книги, которые выдают в Симферополе, издания о культуре и традициях. На книжный арсенал их привезла издатель Эдия Муслимова. Приехали показать журнал «Арманчик», который очень популярен в Крыму, и познакомить, потому что сейчас в Украине тоже очень много наших детей живет. Он учит родному языку. Мы хотим, чтобы дети знали родной язык в первую очередь, чтобы они любили язык, чтобы они сохранили язык. И методом языка они передали, кем они есть. Методом языка они поняли, что они крымские татары. Сегодняшний книжный арсенал объединил литературу и искусство. Рядом с книгами – национальная керамика. Продолжаем национальное ремесло крымских татар, которое было прервано депортацией. Здесь орнамент «Женская судьба» несет благополучие для женщины на любой жизненный период. Есть мужские символы, кипарисы, означает стремление вверх, достижение успеха, развития. Есть общесемейные символы чередования мужских и женских знаков. Это для гармонизации отношений в семье. Предлагают на арсенале в Крымском зале не только почитать, но и приодеться. Крымско-татарский дизайнер показывает модную национальную одежду. Ручная вышивка в крымско-татарском стиле. Тут я сделала такую маленькую фишечку. Принадлежность, скажем так, крымским татарам, да, тамгу, крымско-татарский герб. Вот, и мусульманский, скажем так, знак луну со звездой. Тюльпан, естественно, это мужской знак. Ну, скажем так, вся куртка из мужских элементов. Книжный арсенал продлится до 24 апреля. В программе также показ фильмов о истории крымских татар. Наталка Калинка, Асан Эминов, Заман, АТР. На этом пока все. Хорошего вам вечера. Будьте с нами.